Переметлу Манарва депутата. Кечна на бате заседания Лет Хосова. В сельском поселении сельсовет Шхикенский избрано 10 депутатов. Из них присутствует 7 депутатов. Необходимый кворум для работы заседания имеется. Какие будут предложения по началу работы заседания? Не имеется. Начинаем? Да, начинаем. Прошу проголосовать. Кто за? Заседание объявляется открытым. В работе заседания принимают участие заместитель главы администрации муниципального района Царьмостальский район Рустамов Ильдар Салманович, начальник отдела архитектуры и строительства муниципального района Царьмостальский район Алисенов Виталий Играмудинович, руководители учреждений и предприятий, находящихся на территории поселения, и представители общественности. Уважаемые присутствующие, на ваше рассмотрение выносится следующая повестка дня. Отчет главы сельского поселения сельсовет Шхикенский об итогах социально-экономического развития сельского поселения за 2022 год и задачах на 2023 год Ханбалаев Шамиль Рагимович. Обсуждение отчета главы администрации сельского поселения сельсовет Шхикенский. Оценка работы администрации сельсовет Шхикенский. Есть предложение принять данную повестку дня за основу. Так, нет возражений? Какие будут дополнения к данной повестке дня? Не имеется. Кто за то, чтобы утвердить данную повестку дня в целом, прошу голосовать. За. Повестка утверждена. Нам нужно утвердить регламент работы сессии. По первому вопросу 10 минут, по второму 5 минут и на выступление дается 3 минуты. Кто за данный регламент работы заседания, прошу голосовать. За. Против нет. Первое слово для выступления представляется главе сельского поселения сельсовет Шхикенский Ханбалаев Шамиль Рагимович. Уважаемый Ильдар Салманович, уважаемый Виталий Играмудинович, уважаемые депутаты, присутствующие коллеги. Главными задачами в работе администрации поселения остается исполнение полномочий в соответствии с 131 федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации, уставом поселения и другими федеральными и областными правовыми актами. Исполнение бюджета, благоустройства территорий населенных пунктов, развитие инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения, социальная защита малоимущих граждан, взаимодействие с предприятиями, организациями всех форм собственности с целью укрепления и развития экономики поселения, обеспечение безопасности проживания на территории поселения всех его граждан, выявление проблем и решение вопросов поселения путем проведения сходов граждан, встреч с главой и работниками администрации сельского поселения. Первый вопрос у нас, как говорится, первый вопрос, проблемный вопрос администрации. Идет у нас сбор налогов, выполнение годовых плановых заданий по последующим налогам. Налог на доход физических лиц при плане 53 700 рублей выполнено на 49 тысяч рублей, на 98% выполнено. Налог на имущество физических лиц при плане 30 тысяч выполнено на 100%. Земельный налог при плане 280 тысяч выполнен на 100%. План по неналоговым доходам был установлен 52 тысячи рублей. Выполнение составило 171 тысячи рублей. На 310% выполнили. ЕСХН при плане 3295 рублей. Выполнение 2000 рублей. На 75% выполнили. Налог на имущество физических лиц составляло по ликвидации налоговой задолженности. Налог на имущество физических лиц составляло 6397 рублей, уменьшение 1860 рублей. Земельный налог составляло 18 784 рубля,
Из них выявлено уменьшение на сумму 1822 рубля. Снято с налоговой уменьшилось на 15 тысяч рублей. По поручению главы муниципального района, утвержденному графику на территории сельского поселения специалистами администрации в составе межведомственной комиссии, в отдельности было проведено 3 рейда по выявлению неформальной занятости населения. Выявлено 5 человек, выполнили на 100%. Всего на территории сельского поселения 10 улиц. На 5 улиц мы сделали зеленки, просто наши документы, а на 5 после завершения внесения ЕГРН завершим. Установлено аншлагом наименование улиц, табличек с номерами на объектах капитального строительства. Всего объектов 384. Работа по занесению объектов ФИАС, Федеральная информационная адресная система, завершена. На территории сельского поселения расположен один коммерческий объект. Количество земельных участков составляет 536 единиц, из них актуализировано 364. Продолжается работа по актуализации земельных участков. ОКС всего домов 334 единиц, из них актуализировано 224. Проводится работа по актуализации ОКС. Информация о проведенной работе по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов за 2022 год. Из 132 земельных участков выявлено 111. По выявлению остальных правообладателей земельных участков проводится работа. В аренду сданы 528 гектаров земли. В количестве арендаторов всего 22. С годовой суммой арендной платы 212 892 рубля. Из указанных арендаторов со всеми заключены дополнительные соглашения, в том числе из них 6 арендаторов находятся на районном балансе и заключены с ними дополнительные соглашения с отделом МБУ МИЗ. Правила землепользования и застройки. Из 5 населенных пунктов в ЕГРН внесены сведения по селениям Хтун, Перкент и Зухрабкент. Остальные 2 села еще не внесены, проводится работа по снятию накладок этих сел. Так, социальная защита и политика. И вопрос точно кмекар гузады, чипатов каза санрезикти инвалидар гала айлар гала брозикти многодетных занрез хакти пудла аял резикти члерган конза хабручки на список харованных изде по возможности хабрузный члергузу, а так кмекаргузу. Так, содержание и ремонт дорог. Ремонт дорог в каждом году чнагида харисуз и чемивлер ханозени изаде харисуз им садлайста что пудлаися за период харисуз изаде чнаги воду харани эрез че администрации де территории дикаца. Возможность клигна изаде. Уличное освещение чна шоз перхоре полностью кертона че инвестор алхатан жда чазикти кмекар гузакти Джихил Гадаярова, че стхайр алхатан жда и Фарид Девлетханов, Эльмар Яралиев, Хабур Гадаячна, стхайр галачна турде перхоре. Ахпа Зугроб хрелна частично турде Великая Исус 2020 год здесь тунадян, но и сяхта ци Аллах где-то час Зугроб хрелны Шут хренчина частично турде кер шаз, но Аллах кемех кладет и завершата. Водоснабжение чна
2020 годис, 2022 годис будхорени сатимин он гзах кол харханаштани распределитель ахачна шутхорична распределитель санари кумектоди чи администрация дesa хоче кумектни и перхоренчна распределитель распределитель санари сотки зиот фидавол и сяхта кол харни завершат излево. Благоустройство Петахарханкой субботник Арчнахариш Хузадя вот сра петпуд субботник Артхуза Вахтар Надя работника администрации, дом культуры, медицинский работникар и школы работникар через Хамиша Кумектавади. Совместно чна субботникар Михаил чна первым делом он указал Алхаря любой колахчи Михаил лаказали. И строительство Петахарханкой через будхуре мечети цигзо и будхуре мод фельдшерский пункт цигна мечети ликутях на чё фельдшерский пункт кутях но сят открыть телевизор вери газурхану. И селение Хтун детская площадка цигнучна хадоне уже открытие урда жезучна вери газурну. 2023 год задача сейчас и мусорно-контейнерная площадка всегда фикеровочился, то хабро вери челери документы арчна газурно че по поручению главы администрации в районе чна вери газурно сигнаде сразу лхан мазине. И плану показателя че налогара фикерди как Аллах чна и шоз о хтихсанка на штане че кот афлар чна ада налогара че минус аризах кудза налогов да хинис кудза тантиджис флар кудзу hakela чега 100% выполнение исканоч абреси са кудза флар чега куту на терта че выполнение на 100% а на 120% нужно. Актуализации по актуализации земельных участков Хабурнчна Аллах Кмехтоди и Пехзорна Канипудла Иисус полностью завершат. И цени Иисус, че фикерди как Аллахар, час Зогропы хорел Ахзорни пудвиш метри цени царараво хабар дигишарис мазову чизлада ота канисоди ахсори сон велик лунва абори торбаяр ктуна рахун торбая ане уже ктана хрер я рехт кэж зачо я меж зачо хам дигишарис мазо хрен только хрен лих ахзорни пудвиш метри торбажезо хам дигишар мазо ханат это район день потанцет мек кмек Ахпочи хрен я сейчас завозу к инвесторам кмек за схайра возу хабру кмек точно дигишарис мозу. И Зороп хрел час уже вери документы, вери газур хамадя детская площадка цигиз год час. Ахпа хагане их тундолни хамиша проблемова кти чевухти контрола хюри кти пахончка дола. Ханалци вопрос решать из сейчас хака газоров хрелхиз ханани километр для вниз ампачин коза турба дигишарн коза и хканах изди вери хрюз распределята актидус распределительный сигнал хакти колах фикер до предлахи. И в первых детской площадке где на вери документы разурно инвестора возу час чала вери зависит чара вери амна программа диктозу. Хагни школа яр садикар будхарецигза школа садик сельский дом культуры все что вери чала зависит чарачно вери газурно инвестора чазавозу и сята программа дикту кам. И шутхарени врачебной амбулатории Хак я час верична чара вери газорно, вери документ, вери как положено, и программа дикту камхамы. В заключение хотелось бы поблагодарить главу администрации
района, руководителей федеральных и республиканских структур за ту помощь и поддержку, которая была оказана в 2022 году в финансовом плане, а также за консультацию возникшим вопросам, направленных на выполнение мероприятий для улучшения жизни жителей нашего поселения. У кого будут предложения, дополнения к данному проекту? Школа класса, директор, Буткенский начальник школы. Ахпонада чонегила хахтыкла связанные, мишнада хахтык кулуза структура касады, званом класса. Акина гизахтава диверда гизаф четинза я харик воз герен отчета и отчета гизаф боржизло. Хигетале, но хахтыз юрик модавра женис луча, изят и девер с мепон четин девер кано. Но колах че администрация извадя. Хабор колах зазгерик лхала, юрик хахтыз на козу, чазне непосредственно захклаз, хамишно да контакта от меня Руслан сходя на администрацию колахса Шамил Рагимовича. Че хабриза колахте чинал хамишно сакам кто задя сагил кто на хи марикет хеден кмекар гузали. Колахар лхада брон зята не шазон исти каза куда тарикер кусон ватер изята цини сус каза куна и навет залам машина фи рекер уже гзавчи. رقيات يركن زاس المقر رقيرين أول بنيادي شخر لا بتخر لا نيت في هذا رقيق زاف شو زودا هالك آخر نقوم زيادة فكر جزء هالك آخر ونقوم هذا شيء administracija di sakti abora hota qatar hoštane ana unko rayoni anda vlade bur bamasta laborio ki atama abor inal şas vekilar künene çi xalqtis kümek gozaçı hazorya kümek kanat qısmat terk balaxezne axpa mikiviler harçna miş anda sadkiz çi ayalarını çi xalqtini izvadiya kozo ama bir devirdiz gila veliktanades dizahtas kiligas meko digişkano mikivilekti qısazı meki pataqan içine Allah'uzayna sa amazas Ildar Salmanaşki заместитель главы администрации района Хари случай злозади ма асфальт инал концада микинал концада ожидалось этого но чнаги структура масабраган хабара комадия и хар сесер лозо но elbette ki kagay Allah geldi непосредственно жазыштани ki куват икея садмек он кмексе час цени суз гела лоз масат хрек можеда я ахпам ки анал можеда лоз хари суз виллаз qozvo ilk vaqtız küne sədmi o gücü ona küməkdə şartlanma. Da xəstəçi qolaq administrasiyada içində həmişə küməkdə çox hazırıyor. Xəbər qolaqны veri зависит от xalqla, xalq texnikası отношения хəydə он qolaqны likvidadiya. Sağ ol koy. Ну, депутатар метлой на лаш тракчар, иночна главади Шарикенский главади Шамил Рагимович зябган отчетис до 2 годи. Сама качулу отчет пистка мочь, вери сфера аэрохватитна, вери но озвучитна. Конечно, часа козы чат деверни, чати деверя, физ, ихти амават чи кумата ханинский лигнихиз, вери яну апно давачи национальный проект рамики госпрограмма физа абур, все равно чпи давам клунучно и очити воловатани. Но тем не менее это специально военная операция здесь мобилизовать на инсана на воздухе пота обрузни ино Шамиль Рагимович лагана что поддержка гузва хагалах давам кулбода Шамиль Рагимович обруз хизан рейс обруз четивлева учкерексата обруз и паспорт харун харсадас и контроль дел ханпо ахпа идлаут хаза то что касается исполнения полномочий непосредственно взаимоучи профильной структуры органики свод информация по чурдя она хардвичи предложения, замечания, пожелания за ганхабу за инул герзгоза. Кезеб был инул кнелхана вот давай начнем с ЖКХ по поводу сбора мусора и оплата за мусор. Кнелза контейнерные площадки арабелик закон да вот они релик механизм чи она реализация физо мешкатара сбор по графику хакулах даумархична и сузне Авозла талаба организация ЖКХ кюхредис техника харса кучедис фижезлоч
согласоватники хол технолог определенный чекаяр установить того, ханарол акудники сказал по графику и тхудал. То есть спецтехника да харсак через фиш зачахти толбова руководителей. По поводу сбора писашлана, январь-февраль слабо затем с марта уже начали. Сбор нормальный. Финансовое управление потахало хат ино кнелхана общий к сельхозчлери овота и аренда 22 авоз вирдахка заключатна. Фисус акулахвачет и не адаскилигал отчетис кнеха кулахных летхона имон кез сом показателя. Сельхозчлер не целевое использование на сегодня вахте туш, авоз какие-то список авуна, габур по ним надо принять соответствующие меры. Ама рекерис, фулерис, поливной каналрис, аун код проснаш документар. Хам кнеглеб уну хакулахны давамархия. Найно лахана по поводу документов градостроительной сферы. Чьи широкенский поселенец с генплом ватер утвержден 21 год дис. Ахпаганиз чазатанва инвестор для предложения, а до туристический абрахайского зайна. Ахпамада возва моса жителей просьба ярни. Они скринч на генплом до туну изменения, новой редакции. На казанаучизочно утвердить на генплане. Карта план репатахала хат хрери только хтумари ликфамади, на она перкеш хикент. Отцов ночь она амозму накладка яр, хабур закигат алабда килигум. Кадастровый инженер уже заключает на договор, хадахкос, ама ход хюрни до конца доводит его. Она сахтуй или надавади, егрендис вносит мади, отцов мади. Ама бурни ускорен хакалах птях учла там час президенты поручения вади, правительство постановления вади по плану цично доводить не будет до конца. Тирзона ярчна глепуну ханани кмеки потавозу до марку талабу. Микив гисте по ярабур ки хусонза единственный ашлагар 100% лускне 100 вахти туш кликия на гицигма колеру адресар а очередь бу на возу. А воз нахабуне клигра хух инсан рехкаласа бун жадавол учла пока сама техника подоса скоро помощь то кураса их вопрос хила адрес они по навигации едут, а бразхан поз адресат. Вот жиля отчет талаб дугум вахтуда, кне гузать, но Арабия сад варцар кне гузач. Амоники уже ответственный вопросный контроль долях казас последний юга, гаунческий за март це. Масса нуждающих списки сформированного на кне многодетной армии, мобилизованная хабур. Абрамовский генох соя хабур сайта хура актуальной версии. Ушла через министерство Рахкада запроса, хабур актуализировать нахиз окончательный список аргум патаха. Пока хабур одобрит хала субсидия армиких вариантов, ха список та кфен хабур ина или улучшит хабур, то есть контроль долях ему актуализировать список армии. Масса в общем масса амавоч отчет сейчас ябган хсонза колах тхузба джихил главая чи поселенди Аллах тайсар лакигал и 22 год генан гзафовуну палах. Замут ктоза генани палахтал чна совместно вирда гилиглепона, а и жители и чи гвинейской зоны ди глепонки кмех кучнадас. Вири гилева, вири плодова чи ябор, лиза худда. Акила гокна хура вирда здоровье хуй, дине ислах хуй. Ктя хура специальная военная операция, хтура чи фенва стхаяр, чи дустар, чи мгоклияр. Шот колхар хуй, хса колхар хура. Кнейно имиза бурчна зафиксировать протокол заносита, что набор чага же заверит, что максимально содействие окажем. Сара. Продолжим быстро тему мобилизованных. Кю сельсовета вот касен мобилизованных от кутка. Кутка что начина Саид Мусинич поручение дал. Будем гравировать и ставить освещение иншаллах на всех этих 4 улицах. Там паспорт есть у каждого, вы все подтверждение изучаете, по-моему, мобилизованным. Значит, и по дорогам продолжим быстрый разговор. Как вы знаете, сейчас только пока проектируется участок на нулевой 6 километр. Получается, до развилки Асарякенской практически доезжаем. В проекте есть асфальтирование до самого конца, до Зухаркента, 16,5 километров. Но когда это будет сделано и как это будет сделано, сейчас я не готов вам ответить. Есть график Минтранса, в котором указан этот участок до конца 2025 года. Из-за того, что сейчас у нас спецоперация идет на Украине, очень много планов меняется, пересматривается. Пока именно этот участок, он сидит в программе. До конца 2024 года этот участок должен быть заасфальтирован.
вот эти 6 километров. Остальной участок, когда это будет сделано, сейчас пока какие-то обещания вам давать, какие-то надежды давать, я думаю, неправильно это будет. Да, до конца 2024 года будет заасфальтирован иншаллах 6 километров. Там тоже с освещением, местами тротуар будет и так далее, 4 населенных пункта. Сейчас идет проект, Герман Адилович в работе ГУПСа занимается этим, платит с проектировщиками. Пока вот такая информация по республиканской дороге. Это республиканская автодорога, она, еще раз повторюсь, в планах Министерства транспорта находится. Там, в принципе, они обязуются ее заасфальтировать. Когда это произойдет, пока это тяжело вам сказать. Правильно. Да, основная проблема, которая у нас есть с улицами, то, что на них нет правоустанавливающей документации. То есть то, что вы не находитесь. Я понимаю, что каждая улица последнего учета это деньги. Я вижу, что с деньгами все туго очень. Да? Налоги тоже собираете вы еле-еле, скажем так, еле там. Даже недоуполнен даже один план по НДФЛ, по-моему, не выполнен план, да? Поэтому, тем не менее, вот асфальтировать, гравировать улицу, в нашем случае, почему мы гравируем, потому что пока асфальта здесь нет, да, и я вам просто в цифрах проведу, квадратный метр асфальтирования стоит 1350 рублей, квадратный метр гравирования стоит 150 рублей. То есть у нас, нам правильнее будет, я думаю, загравировать 10 улиц, чем заасфальтировать одну улицу, наверное, да, тогда будет правильнее. Но проблема и выступает то, что нет у вас пока правоустанавливающей документации на эти улицы. Пока нет документов на улицу, расходование денег на эту улицу является, скажем так, как минимум неправильным. Поэтому этот момент прошу тоже учесть. И то, что вы планируете загравировать или привести в порядок улицу, да, отремонтировать улицу, пожалуйста, документы на нее надо будет готовить обязательно. Иначе не получится это сделать. Юридически это невозможно сделать. Касательно электроснабжения. Основная проблема такая, это трасса, которая идет, да? Вся вот трасса, да, вы говорите, там все, значит, опоры все сгнили, да, они деревянные и так далее, в плачевном состоянии находится все. Там способ решения проблемы тоже элементарный, по сути, но нет, как всегда, нет денег на все это. У кого она на балансе находится, эта сеть, тот должен ее приводить в соответствующее состояние. Вот это тоже тебе поручение, пожалуйста, дай нам информацию о том, какое количество столбов тебе нужно заменить. Все, вот, дай мне количество столбов. Какое количество столбов нужно заменить. И мы обратимся в адрес РЭС, в адрес даже Дагэнерго, Россети, обратимся, чтобы нам оказали содействие, помощь и поменяли столбы. Еще одна программа была понижение. И по этой программе в 1 год они провели в Зухрабкенте и приостановили. А что не поменяли? Деревянные столбы поменяли? Вот это надо поднять, эту программу. Мы по приезду в район у ЖКХ возьмем эту программу. Если там это предусмотрено, то надо будет свои замечания дать туда. А смысл уже? Программа прошла, люди уехали, это все забыто уже. Относительно этих трансформаторов, все в порядке, напряжение нормальное. Да? Только трансформатор надо дополнительный Шахикент и Буткент. Сказали, вроде в этом году будет. Я думаю, хотя бы внутри вот этих сел, где Хрюкенер Вабраку, чтобы овца и сонарла овца. Хакбек хкатата и сонарис абждашмо вот она солинида. Хрю кене авастоба дигишарача хотя бы первым делом. Лучше захата сейчас просто сейчас проедемся. Я вам покажу. Хорошо. А вот столба, если а вот находит. Прямо оно елара вади, оно не кто-то. Сейчас пройдемся. Кто-то салатно. Давайте относительно газа теперь быстро скажу вам, да? Да, в ваших селах, все села частично хотя бы газифицированы, правильно? Хрюк, конечно, все равно газ уже отрывать, правильно? До школы довели. И там дальше люди сами как могли провели себе паутинами этим, правильно? Сейчас уже второй год работает программа догазификации, которую президент нашей страны инициировал, и успешно жители, у которых нет газа, пользуются программой, бесплатно доводят газ до границы своего села. Мы эту программу обсуждали, эту проблему ваших сел обсуждали в Министерстве энергетики где-то полгода назад. И там с представителем «Газпром» газораспределения, замдиректора там сидел, было достигнуто договорено, что ваши села будут газифицированы в рамках этой программы. Все, что вам нужно сделать, это подать заявку. Почему вы не пользуетесь ей? Сделать просто ваши документы. У вас, вот смотрите, вы подаете заявку на газификацию. Дали заявку? Все дали. Шамил, пожалуйста, ты дай мне отчет. Сколько у тебя домов не газифицировано? Запишите, пожалуйста, поручение. Сколько домов не газифицировано и сколько заявок по газификации подано? Прошли. Мне нужно, просто цифрами нужна официально. Я потом это проверю у нас в ЭГС, я у нас проверю потом это все хорошо. Потому что если вы заявки подали, подождите, они все будут газифицированы. Поселение, да.
чи поселения, вири и районы, и заявка реку, хабарла вирла гзов только чи поселения, лучше захата чи сушбут хуй коч. Что вири або документа, сосвет путцефет. Нет, ну смотрите, заявка бывает, которая отклонена, которая принята. Почему заявка отклоняется? Вы же знаете, нет документов правоустанавливающих, если есть лицевой счет. Вот вы же говорите, кто-то уже все проверил газовую карту, и он заявку тоже подает. Такое бывает, исключайте эти моменты. И документы должны быть обязательно и на земельный участок, и на жилой дом. Обязательно. Иначе заявка отклоняется. Заявки полноценно составлены, отправлены, они сели уже в очередь свою. Я уточню, когда ваше село приедет, когда вот в ваших селах, когда будет газификация, я до вас это доведу, иншаллах. Поэтому мне пока дайте информацию по заявкам. Сколько домов не газифицировано, сколько заявок сформировано и направлено для участия в этой программе. Относительно проведения газа от сетей до дома, тоже есть программа, которую вы, наверное, тоже знаете, социальная газификация. Если человек нуждающийся, социально нуждающий человек, ну, там есть перечень, да, то ему в рамках 100 тысяч рублей тоже все это делают вот, за счет государства. Это тоже доведите до граждан, кто, ну, потом уже кто хочет этим воспользоваться. Отдельные категории, да, которые входят туда. Ну, это хорошо, если так сказали, алхамдулилля. Значит, ну, по инфраструктуре вроде бы все прошлись, постараемся что-то хотя бы из этого делать поэтапно. Ну, самое главное, да, Шамиль, бывает программа развития твоего села. Тебе нужно своего рода такую программу сделать, да, и указать, какие у тебя проблемы и какие проблемы, когда ты решаешь. И двигаться по ней. Все сразу решить невозможно. В этом году мы сделаем, допустим, одну проблему, вторую, третью закрываем, да. И вот эти отчеты на совещаниях надо говорить, что вот за этот год ты решил эту проблему, заменил 5 столбов. У тебя всего было 20, ты 5 заменил. Допустим, провел трассу в одном селе и так далее. По социальным объектам, в принципе, я понял, проблема у вас номер один — это отсутствие, все-таки для меня так кажется, это нормального спортзала для детей, да? Потому что школы худо-бедно у вас, да, они плохие, ужасные школы, но они есть и по школе, проблемой занимается, значит, и район занимается, и, в принципе, и меценаты у вас подключились. Если в этом году мы подали заявку в программе КРСТ, чтобы она, если она не пройдет заявку, ну, там будем искать другие выходы, как этот проект реализовать. Там амбулатория там тоже сидит в Буткенте, ну, Шишкент, то есть, да, Шишкенте. Ну, все, наверное, так. Касательно того, что вы хотели поставить, мусорные коттеджи почти вы хотите поставить, я вам предупреждаю, ставьте их очень аккуратно, слишком много их не ставьте. Максимум, сколько можно поставить, там, ну, 2 площадки на каждого село. 10. Максимум, да. То есть вот 14. На окраине села поставьте одну мусорокоттеджную площадку, там баков 3, 4, 5 баков поставьте, чтобы люди сами туда мусор кидали, а потом завтра машина приезжает, забирает и уезжает. Потому что когда баки бывают, вы сами знаете, там бывают коровы, собаки, там мусор, срать, все это бывает, поэтому лучше это все минимизировать. Многих не ставьте. Нет, самовоз не будет все равно делать, потому что самовоз это дорого. Да? Если, ну, легче же подъехать к одной площадке, забрать и уехать на машине. А каждый сам... Она не будет же вовремя забираться, она будет заполняться. Она будет забираться раз в неделю, будет забираться. Да. Поэтому в неделю она заполнится за день, за два. Взято ваша система Ксой. А тогда зачем вы здесь ее ставите проблемой? Вы же сами пишете, что хотите в этом году перейти на это. Ну вот, нас заставляют, что говорят, строить эти коттеджи. Нет, сейчас я объясню. Хотя бы одна площадка должна быть, потому что официально, когда тариф делается, когда тариф сейчас, ну, рано или поздно мы сейчас перейдем к системе, что будет работать не Галиб Касумкин-сервис, а будет работать уже региональный оператор какой-нибудь там будет, наверное, да. И когда тариф утверждается, необходимо, чтобы в селе была хотя бы площадка одна, иначе машина вообще не приезжает. Машина приезжает на мусорную площадку, она не приезжает для подворового объезда. Понимаете? Поэтому хотя бы одну площадку, кажется, всегда надо обязательно построить. Поэтому я вам предлагаю построить на такой окраине, где она в глаза не бросается, где она не будет сильно людей раздражать, что она какая-то там грязная или что-то еще. Ну, пока ее не используйте, пока не нужно ее использовать. Она нужна в такой далекой перспективе, это через года 1,5-2. Сейчас только они начали в Дербенте строить полигон, вот сейчас приступили уже строить, достаточно большие деньги. Сергей Алимович, значит, как правильно сказать, не пробил, но получилось его привлечь сюда в республику для реализации этой проблемы. Будет строиться полигон в Дербенте, в Хасавюрте и, ну, и для Махачкалы, Карабахинского района, ближе к Махачкале, да. Они его будут стоить минимум 2 года. Минимум это 2 года, я думаю, что поэтому спешить сильно с коттеджными площадками не нужно, Шамиль. Ты просто ее проблему озвучишь, но важная. А ему уточнена и отчет
сельские поселения, Шхикенский, сельсовет Шхикенский, Олтарда, замечания, ну, пожелания, а и научно часто заседаний. Голхонакура. Голхонакура.